Друзья, знаете, мне очень хотелось донести эту мысль до вас. Смотрите, Джохару Дудаеву говорят, что будет, он рассказывает, у него берут интервью, и он рассказывает, что после Чечни будет Крым, Украина, и русские с украинцами сойдутся на непримиримых позициях, как сейчас это происходит. И в следующем интервью ему говорят, может, не надо чеченцам сопротивляться. И он говорит, нет, чеченцам нужно драться на смерть, до конца. Я вот что скажу чеченцам, он говорит. И сам, сражаясь, погибает в этой войне. Поймите одну мысль. Этот генерал, советский генерал, который очень хорошо знал изнутри эту фашистскую Россию, он давал время Украине, Казахстану, другим странам, сражаясь и погибая против этой фашистской империи. Он говорит, что после Чечни будет Крым и война в Украине. Это говорит о том, что он знает, что Чечня не выстоит. Мы сделали больше, чем могли, понимаете? Больше, чем возможно это сделать. Понимаете? И мы дали 20 лет, 25 лет Украине, другим народам. 20 лет. В 14-м напали, в 94-м напали на нас. 20 лет мы дали Украине, вырастить целое поколение. И вчера, разговаривая с украинкой, одной своей знакомой, она мне говорит, у нее сын, уже 20-летний, там за 20 лет, и говорит, это как мой Ваня, говорит, там у нас ребята в Украине, и они ровесники моего Вани, и они вообще не понимают Россию, они не знают, что это такое, они ее не принимают вообще никак. У них есть своя страна, и они это прекрасно понимают. Целое поколение выросло, 20-25 лет. И это время дал Джохар и чеченский народ всем вокруг, которые были. Только когда мы выдохлись, когда мы устали, Россия перенабралась, перегруппировалась и пошла уже с новой войной. Вот как нужно сражаться с врагом, с империей. Даже понимая, что мы проиграем, он давал время другим. Он мог сказать, все, мы сдаемся, хорошо, понимая, что мы не выстоим. Он же понимает, раз говорит, после нас будет Украина. А вот на Украине, он сказал, будет конец Российской империи. Солнце свободы зайдет со стороны Украины. И мы искренне в это верим. И искренне поддерживаем Украину. Слава Украине! Вот как нужно. И после смерти, в 1996 году, 21 апреля, фашисты убили его. А сегодня у нас на дворе 22 год, да, получается 26 лет прошло с тех пор. И Джохар Дудаев воодушевляет украинцев. Джохара Дудаева цитирует, показывает во всем мире. Страны Балтии, тут в Европе, казахи, грузины, все цитируют и говорят о Джохаре Дудаеве. В честь него называются улицы, площадя и так далее. Вот каким должен быть враг империи. После смерти, через 26 лет, он наносит вред своему врагу. И вот все это время он сражался. Вот каким должны быть и вы, украинцы, и все мы, чеченцы, если мы хотим победить. Даже после смерти мы должны думать, даже после нашей гибели, насколько мы нанесем вред этой империи. И мы вобьем осиновый кол в сердце этой империи. Дай Бог. Так, Джохар Дудаев очень мудрый, он сказал правду. Да, Джохар Дудаев был очень мудрым, умным и очень осведомленным. Он владел очень большой информацией, будучи генералом советской армии.